Добрый вечер, опять пятница, опять 21:00, опять горит Кремль за моей спиной, опять это значит, что опять у нас с вами в эфире программа «Что у них там за поребриком» с самой отборной русофобией, шизофренией и вертолетами с галоперидолом, которые мы с нашей командой отбирали для вас как тетрапак, отобрали и надежно сохранили целую неделю, и теперь преподнесем ее вам в лучшем виде. Блин, это не было случайно скрытой рекламой, вот надо вырезать, это все будет. Напоминаю про наши телефоны нашего прямого эфира. Телефон, вот вы видите внизу на плашечке, Viber вы видите внизу на плашечке. Звоните, пишите, телефонируйте, задавайте свои вопросы, будем с вами говорить обо всем на свете и, самое главное, о том, что происходит там, в этой замечательной стране. В этой замечательной стране новость недели, на мой взгляд, то, что Роскомнадзор выписал журналу The New Times штраф в 22 миллиона рублей. Штраф вообще совершенно какой-то беспрецедентный, совершенно гигантский, совершенно необъяснимый. Но что самое интересное, значит, журнал объявил сбор денег на уплату этого штрафа, и за 3 дня они собрали 25 миллионов рублей, 25,5 миллионов рублей. Для меня эта история совершенно поразительная, потому что но я вот совершенно не понимаю, если ты борешься, например, с Роскомнадзором, то зачем собрать 300 тысяч долларов и отдать ему непосредственно в ручки на то, чтобы он еще более лучше блокировал журнал The New Times? А самое главное, это, конечно, легитимизация вот этих гигантских штрафов. И следующий штраф, я был просто уверен, будет на 30, 40 или даже 100 миллионов. И теперь штрафы там будут, в общем-то, вот такие за свободу слова. Как по мне, гораздо проще было бы уехать оттуда за 100 баксов, создать новый сайт и точно так же вещать, а эти деньги потратить на что-нибудь гораздо более полезное, потому что когда начинаешь собирать деньги на, не знаю, там, на помощь политзаключенным, на помощь волонтерам, да, для армии, для медиков, для чего угодно, то там, не знаю, 50 тысяч собираешь с большим-большим трудом, с большим-большим натягом. Тут 25 миллионов рублей за то, чтобы отдать их Роскомнадзору в виде штрафа. И вот так вот бороться с цензурой. Ну, для меня это не совсем понятно, но собрали так собрали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позитивным факт сбора журналом The New Times 22 миллионов рублей с помощью краудфандинга на выплату штрафа Роскомнадзору. Об этом он сказал в интервью корреспонденту «Дождя». Ну, еще об чем не позитивном. Санкции, нефть вниз пошла, денег нет, а тут с каждой газеты, с каждого СМИ по 22 ляма в неделю собирай, вот тебе будет уже бюджет Роскомнадзора, во всяком случае, уже будет. И даже глава Роскомнадзора поддержал идею оборотных штрафов как замены блокировки сайтов. Вообще, я сторонник того, чтобы как альтернативу блокировке информации рассматривать в том числе и штрафы, возможно, оборотные, доли от оборота компании. За повторные и повторяющиеся нарушения, сказал Жаров журналистам во вторник в кулуарах международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции». Если говорить о штрафах, то это, безусловно, альтернатива блокировкам. И для тех нарушений, которые не являются вопиющими, штрафы, в принципе, это, безусловно, более легкая мера, чем блокировка, которая, возможно, понудит ту или иную интернет-компанию исполнить российское законодательство и не нанесет урона для потребителей информации. Ну, не знаю, по-моему, пора уже вводить штрафы там в 20 миллионов за выход на одиночный пикет, за песню фанатов Шахтера, да, Шахтера, господи, кто же это пел? Харьковский же фанат, по-моему, да, или кто это был? И с харьковского металлиста, да, и вообще за все, что угодно, за дыхание воздухом, короче говоря. 22 миллиона, бог ты мой. Новости образования. В школе номер 20 поселка Таежный, что в Красноярском крае, на доске написали, что Путин вор. Учитель устроил детишкам лекцию с угрозами полиции. Десятый А вчера нанес глубочайшее оскорбление, из-за которой в советское время был бы расстрел. Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились в успеваемости, не говоря о поведении. Вот вместо оскорбления, которое нанес вчера ваш класс, он шлет вам
Это не нам, он живет, это Богучанину. Алена, Причем, что он для нас сделал? Для таежного. Алена, тебя вчера не было, ты не в курсе ничего. Все Все. знают, что они написали. Почему вы ругаетесь на весь класс, если это сделали какие-то пару... Алена, ты перебила меня, не мешай. Хочешь быть учителем, закончи пединститут, отработай 60 лет, как я, тогда вставай и говори. Ну, начинается То есть вы не опаздывание. можете выслушать мое мнение? Я еще раз повторяю, тебе я не разрешила говорить. Замолчи. Вот я все время говорю, что они там изобрели машину времени, и каждый раз, когда смотрю эти сюжеты, меня уносит в прошлое, в мое детство и юность, в мою школу, но это даже не моя школа, это не мое детство и не моя юность, это уже какой-то совсем древний Советский Союз, не знаю, времен Сталина, когда газеты с портретом нашего вождя размахивают и говорят: вот, смотрите, что он для вас сделал, я 60 лет в школе отработала. Ну, это какой-то совсем уже древний Советский Союз. Там они машину времени поставили на ускоренную пробежку. 15 ноября в эту школу пришел сотрудник Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Бурятии, чтобы найти ученика, написавшего на доске «Путин вор» и выложившего это фото в соцсеть. Вместе с директором они обошли все классы, но выяснилось, что кабинета, изображенного на фото, в школе нет, сообщает телеканал «Настоящее время». Слава богу, школа не наша, рассказала журналистам педагог по итогам визита. Ну вот уже и НКВД приходит за то, что завернули в газету с нашим великим солнцеликим селедку. В Комсомольске-на-Амуре в школе номер 37 учительница начальных классов Татьяна Лескова, педагогический стаж 24 года, пошла еще дальше и побила 9-летнего ребенка за то, что он помешал ей вести урок. Кто я спрашиваю? Кто такой? Ты кто такой? Кто тебе позволяет тебя так вести? Ты почему мешаешь всем? Капец. В чем дело? Что ты сейчас не ставишь, что ли? Я пожалуйста. Я тоже. Ты это сказал? Я тебе просто думаю, что помнишь? Еще раз ты выпись. Ты меня услышал? Ты меня услышал? Ольга Пётровна. Я сказала, Ольга Пётровна. Я спрашиваю, Скинь мне это видео. Кинь. вакцину. Я не понимаю, я Это его мама? вот и так. У меня доказательства есть. Что она его избивает? Она его имеет право избивать? Но вот Российская Федерация, я думаю, первая в мире страна, которая изобрела новый вид учителей, учителя-гопники. Да? Ты кто такой? Еще надо было спросить, ты с какого района, и кричи «Слава АУЕ». Я вот не представляю, 24 года педагогический стаж, и вот учитель избивает ребенка на перемене. Самое интересное в том, что родители учеников этого класса, этой школы написали письмо в поддержку этой учительницы, в котором они заявляют, что она не избивает ребенка, а проводит с ним воспитательные меры. Берите своих детей и валите из этой страны, потому что если их не изобьют учителя на перемене, то Пресненский районный суд арестовал школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства. Обыск у подростка прошел после взрыва в управлении ФСБ по Архангельской области. Заседание проходило в закрытом режиме. Прокурор не просил отправлять подозреваемого в СИЗО, то есть перевожу на русский. В России по статье за терроризм посадили в тюрьму 14-летнего подростка. Пломбир, наверное, опять в этой стране скоро станет вкусным, если подчиняться историческим параллелям. Давайте посмотрим, на каком фронте воевал товарищ Ленин. Что говорить? По порядочку. Кто за кем шел? Сначала был Сталин. Так. После Сталина был Ленин. Так. Ульянов. Он родился 22 апреля. Я это помню Ульянов, хорошо. Ленин. Да. После Так. Ленина был Брежнев.
Так. После Брежнева был Ельцин. О, Так. нет. Да. Брежнев, потом Ельцин. Ну и Ельцин воздвигнул Путина, потом Путин. А потом Путин. Президент. Так. А Черномырдин был там, нет? Кто? Черномырдин. Был, только я не знаю про него. А Громыко? Я не знаю. Андропов? Даже врать не буду. Не надо мне такие фамилии задавать. Там... Но ты, вот правильно я понимаю, что Сталин выдвинул Ленина? Да. То есть Сталин выдвинул Ленина, Ну, да, Ленин, что-то партию СССР. а Ленин участвовал в Великой Отечественной войне? Кем он был? Ленин- Танкистом или Да пилотом? нет. Ну, он же Ну, после Сталина война был. была при Сталине. Да, а потом был Ленин. Да. Соедини, пожалуйста, на Иру, занято, не верни, пожалуйста, ко мне. Сейчас я вернусь. Так подожди. Подожди секундочку. И что с Лениным? Он же, получается, после Сталина воевал. То есть в Великую Отечественную войну выиграл Ленин. Ты вернулся? Получается, да. Получается, да. То есть он был на фронтах Второй мировой войны в войне с немцами. Да. А где он служил? В каких войсках? На каком фронте? Первом белорусском, первом украинском? Не помнишь? Нет, я не знаю. Сталинград отставил. Ну, подумай, ладно? Давай. Да на колчаковских фронтах Ленинабад защищал, это же каждый школьник знает. Неудивительно, что на таком фоне большой популярностью стали пользоваться новые тетрадки. Самое интересное будет в конце. Досмотрите до конца этот коротенький ролик. Тетрадка. На самом деле, вот я каждый раз говорю, эта страна умеет превратить все в какой-то невероятную труху, потому что тетрадка с волной, ну это интересно, это же здорово, да, где ребенку действительно интересно. Тетрадь в кружочек, ну тоже интересно, да, и это привлекает интерес к образованию. Не какие-то там розовая тетрадь вообще под названием «Мечтать», ну просто замечательно, да, я бы дочке купил бы, вон алые паруса, небо. Но вот они делают какие-то нормальные вещи, а потом делают тетрадь с прописью, на которой написано «Я не буду больше пить, я брошу курить» ребенку. Или вот прописи от, не знаю о чем там, «Пошли все нафиг». Ну и дальше совсем уже нецензурные, это я зачитывать не буду. Вот такие тетрадки предлагаются для образования в школе. Новости здравоохранения. А у нас есть как раз звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. У нас нет звоночка, звоночек у нас слетел. Тогда переходим к новостям здравоохранения. Ребенок умер в роддоме Калининграда из-за отказа ввести ему лекарства. Уголовное дело возбуждено по факту смерти новорожденного ребенка в больнице. По версии следствия, исполняющая обязанности главврача роддома распорядилась не давать малышу лекарства, нужное для поддержки его жизнедеятельности. По данным правоохранительных органов, она мотивировала свое решение высокой стоимостью препарата. Без введения лекарства мальчик скончался в день родов. При этом его главврача дала поручение медикам указать в истории родов, что малыш умер еще в утробе матери. Лекарство оказалось важнее жизни новорожденного младенца, однодневного, только что новорожденного младенца. У меня нет комментариев. У нас есть звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер, Аркадий. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, да. Да, у меня, понимаете, не столько вопрос, сколько такое вот мнение. Давайте. Самое было ужасное в прошлые годы, например, лет 10 назад. Меня зовут Игорь, я из Киева. Лет 10 назад кому-нибудь сказали, что представь себе, что тебе надо взять и стрелять в русских. И люди бы ужаснулись этому, а сейчас, например, это в порядке вещей. Ну, как не в порядке вещей, но защищать свою родину. Мне кажется, это самое страшное, что могла сделать российская власть с украинским народом. Что украинские люди могут спокойно взять и стрелять в русских военных, советских. Ну, вот такой вот у меня. Да, спасибо вам за звонок. Действительно, лет 5 назад, конечно, я когда приезжал в Украину, просто вот первое, самое кардинальное различие – это в людях. Потому что в Москве ты куда не выходишь, там в метро спускаешься, там просто ненависть такая висит, да, злость, обозленность, озлобленные люди, никто не улыбается, все друг друга не любят, все на нервах, там в драке могут вспыхнуть, не знаю, в магазин вышел, тебя убили запросто. Украина, конечно, была такая мягкая, добрая, такая ненька, да, и
совершенно другое ощущение, совершенно другая атмосфера. Приперся Мордор и научил украинцев воевать, но я вам хочу сказать, что все-таки, вы знаете, и ПТСР, конечно, и синдром посткомбатанта, он есть, но он все-таки не до такой степени в Украине развился в любом случае, как в России, потому что справедливая война, к тому же война не проигранная, синдром смягчает, это однозначно. Так, ребенок умер в роддоме Калининграда, зато на складе фармацевтической базы в Петербурге прокуратура обнаружила просроченные лекарства для раковых больных на 300 миллионов рублей. Большая часть медикаментов, более чем на 200 миллионов, из поставки Минздрава России по федеральной программе 7 высокозатратных нозологий. И эта программа обеспечивает бесплатными лекарствами больных раком, рассеянным склерозом и другими тяжелыми заболеваниями, а также пациентов, перенесших трансплантацию. Ребенку, значит, не выписали лекарство, потому что оно дорогое, но в этот же самый момент сгноили лекарств, дорогих лекарств на 300 миллионов рублей на складе, потому что не выписали. Зато в Краснодаре врач отказалась выписывать рецепт на инсулин девушке, которая пришла на прием без записи. Медик швырнула карточку пациентки на пол, а потом крикнула: «Хоть ты сдохни здесь, не дам». Я не смогу неделю жить без инсулина. Значит, записывайтесь раньше. А раньше нет записи. Есть раньше. У меня сегодня не будет инсулина. Очень плохо, надо приходить вовремя. Я знаю, поэтому выпишите. Я не могла приехать, я в другом городе была. Вы кидаете мою тетрадку? Да. Вы нормальная? Все, я нормальная. Вы кинули только что мою тетрадку. Запишите мне, пожалуйста. Я не буду выписывать. Вы швыряете мою тетрадку. Запишите. Это что за поведение? Вы взрослый человек. Вы тоже взрослый человек, должны записываться. Меня записала мама, но я не смогла приехать. Очень плохо. Значит, я знаю, запишитесь что это и придете. плохо. А я не буду принимать. Мне нужен инсулин. А мне надо, чтобы вы... Хоть ты сдохни здесь, не дам. Хоть ты сдохни, хоть ты сдохни. Хорошо, что телефоны сейчас имеют. Все, идите сюда. Ваше лицо поближе. Мне нужны лекарства. А мне не нужны. Вот я, знаете, что, нас вот когда в Чечню отправляли, да, к врачам, конечно, выстраивалась очередь, всех откосить. Я сам 2 раза пытался косить, да, чтобы не ехать туда, потому что ужасно не хочется, конечно, ехать на эту непонятную войну и там гореть где-то в Беттере, среди Грозного, существования которого ты до этого не знал. И вот выстраивается очередь к этим врачам, и у тебя такая надежда, но это же врач, да, но это человек, который призван спасать жизни. Вот перед тобой сидит 18-летний сопляк, спаси ты ему жизнь. Черта с два, все здоровы, все готовы, давай, проштамповали тебя, езжай обратно. А ты вроде как вырвался оттуда, да, вот ты сюда вернулся, ждешь, что теперь у тебя жизнь сохранится, всех скопом обратно. Или когда врачи сотрудничают с ментами, там на митинге тебя избили, там челюсть где-то сбоку, приезжают врачи, они не с тобой работают, они работают с милицией или ФСБшниками. То есть первым делом они спрашивают ФСБшников: он вам еще нужен, да, если там ФСБшники разрешают с тобой поработать, с тобой будут работать. Вот у меня знакомая упала с инсультом, так ФСБшники не давали врачам с ней работать. Вот этого я не пойму вообще никогда. Переходим к новостям культуры. Лауреаты поэтических премий устроили поножовщину в Москве. Лауреата премии Андрея Белого, Аполлонова Григорьева и Арсения Андрея Тарковских, не Аполлонова Григорьева, а Аполлона Григорьева, конечно же, прошу прощения, и Арсения Андрея Тарковских, поэта Игоря Жданова, госпитализировали с ножевым ранением. Как стало известно, у него произошел конфликт с другим поэтом, лауреатом премии Нового мира, Новой Пушкинской премии и премии «Венец» Виктором Кулле, когда они вместе выпивали. По информации источника, тот якобы признался, что ранил Жданова, которого приютил у себя в квартире. Сам Кулле в разговоре с журналистами признался только в том, что достал нож, но настаивает, что не пытался напасть на Жданова. В свою очередь, прозаик Даниэль Орлов утверждает, что Жданов в гостях у Кулле якобы сначала побил хозяина квартиры, а потом нанес сам себе ранение, чтобы навредить ему еще сильнее. Причиной же, как утверждает лауреат также многих прозаических премий Даниэль Орлов, могло стать то, что Кулле не дал поэту опохмелиться. Ивану Жданову 70 лет, Виктору Кулле 56 лет. В марте 2018 года Виктор Кулле опубликовал статью, посвященную творчеству Ивана Жданова.
В Нижнем Новгороде отреставрировали советскую мозаику на фасаде бассейна. Был, значит, бассейн, была мозаика вот такая, какая сверху, потом провели реставрацию и стал то ли рисунок, то ли мозаика вот такой, какой снизу. Это вот такие, значит, ну, после такой школы, какая школа, такие художники. И этот замечательный, эта культура русского мира пришла и в Дебальцево, где восстановили памятник Ленину, частично разрушенный во время боев. Вот был Ленин, стал, я не знаю, кто это, Чингисхан, наверное, видимо. Или, может быть, это тоже какой-то скульптор его восстанавливал, которому не дали похмелиться. Одна из моих любимых новостей на этой неделе. Укравшая замороженную курицу женщина была убита винным стеллажом. В Челябинске пьяная женщина, пытавшаяся вынести замороженную курицу в собственных штанах, была погребена под винным стеллажом, за которую хватилась после того, как от ледяного куриного окорока ей свело ногу. Подвыпившая женщина выпила в торговом зале бутылку водки и, видимо, решив подкрепиться, позднее спрятала замороженный окуриный окорок в собственных колготках. По заявлению работниц универсама на камерах видеонаблюдения отчетливо видно, как пьяная воровка прячет 1,5-килограммовый окорок в паху колгот. Оглядевшись, женщина делает шаг к выходу из магазина, но после секундной заминки поворачивается и направляется в винный отдел для приобретения, по мнению сотрудников, бутылочки вина к ужину. Находясь в винном ряду, у горе-воровки вдруг подкашивается нога. И, пытаясь устоять с курицей в паху, она хватается за винный стеллаж, который в одно мгновение начинает крениться и падает на женщину со всем своим содержимым. Пришедшие на помощь сотрудники вытащили бездыханное тело и вытащили скорую. При осмотре женщины врачи обнаружили под юбкой в колготах одну из причин ее смерти – мороженую курицу. А женщина скончалась от сильного удара в область сердца. Мышцы бедра правой ноги были сокращены, что означает ее судороги. Предварительная стоимость уничтоженного товара составляет около 70 тысяч рублей. Давайте отвлечемся немного от адских новостей и посмотрим просто хороший, добрый ролик, как с этим делом обстоит дело в Румынии. Вы меня не спрашивайте, что здесь происходит, я не знаю. Просто обычный день в Румынии. Ну, видимо, у человека тоже была замороженная курица. Какой-то, наверное, такой флешмоб. Памятник герою диалогии режиссера Алексея Балабанова «Брат и брат 2» Даниле Багрову может появиться в Москве. Роль Данилы Багрова в фильмах исполнил журналист и актер Сергей Бодров-младший, поэтому именно его и выбрал в качестве прототипа для памятника скульптор Андрей Клыков. Сообщается, что скульптура будет 2 метра высотой. Данила предстанет в том облике, в котором он запомнился зрителям. В свитере грубой вязки, в бушлате с рюкзаком. Перед памятником планируется выполнить надпись главного девиза Данилы «Сила в правде». Ну вот опять же культура, что медицина, что образование, что культура такая, не знаю, там не Солженицыну, там не Буковскому, не кому-то еще поставили этот памятник, да, не доктору Живаго, там, не знаю, не пыталась «Новая газета», в которой я работал, поставить тогда памятник героям фильма «Мимино». Вот никому из них этих памятников не поставили, зато поставили памятник убийце Даниле Багрову с надписью «Сила в правде». Вот сила в правде и все. Певица Азиза попросит суд признать ее потерпевшей по делу об убийстве Игоря Талькова. «Я себя тоже считаю потерпевшей за клевету. Мне бы тоже надо подать в суд. Видимо, времена такие, что правду надо отстаивать не кулаками, а следствиями», заявила Азиза. Что-то Азиза не в струе, потому что, судя по памятнику Даниле Багрову, то правду нужно отстаивать все-таки кулаками. Она также добавила, что очень тяжело жить в постоянном напряжении. Когда ты ни в чем не виноват, и тебя пытаются в чем-то обвинить. «Я уже могу подать в суд не только на моральный ущерб, но и на материальный. На Западе я бы, наверное, уже давно стала миллиардершей через суды». Это родина, дочка.
Засунувший палец коллеге в ухо депутат действовал в рамках этических норм. Слушайте, эта фраза настолько прекрасна, что давайте я прочитаю ее еще раз. Засунувший палец коллеге в ухо депутат действовал в рамках этических норм. Депутат, который засунул палец в ухо коллеге прямо в ходе заседания, не нарушил регламент работы Государственной Думы. Об этом заявил заместитель главы комитета по регламенту Михаил Романов. Ранее, 15 ноября, на сайте Нижней палаты парламента появилась видеозапись, на которой депутат Госдумы в ходе пленарного заседания, посвященного изменениям в бюджетный кодекс, засунул палец в ухо коллеги от «Единой России» Олегу Быкову. Парламентарии попали в кадр, потому что сидели за выступавшей Надеждой Максимовой. Кто именно протянул палец к уху Быкова, на записи не видно. Что касается данного законопроекта, конечно, с ним еще нужно очень много поработать. Я думаю, что мы в рамках парламентского контроля будем следить за своевременной подготовкой нормативно-правовых актов для того, чтобы этот законопроект уже начал действовать с 1 января следующего года. И в этом плане будем подключать также и Счетную палату, попросим, чтобы она тоже у себя включила в план своей работы соответствующие направления, в том числе критерии оценки налоговых расходов. Это очень важная тема. Спасибо за внимание. Как мне сказал Алексей Окопный, когда мы сидели с ним в одной каталажке, он пришел меня допрашивать, ничто человеческое нам не чуждо. Это, видимо, правда. Напоминаем, что ждем ваших звонков, ваших вайберов. Вот телефоны в студии, вайбер, студия, телефон. Звоните, задавайте вопросы, спрашивайте. Известные российские телеведущие и журналисты Ксения Собчак и Маргарита Симоньян обменялись обвинениями в непрофессионализме. В результате обе заочно договорились о прохождении детектора лжи в прямом эфире. Руководитель Russia Today анонсировала и свои вопросы Собчак для полиграфа. «А я тебя спрошу, как в 2011 году ты ходила к Громову и Суркову и требовала у них назначить тебя на мое место, угрожая, что если так не случится, то ты уйдешь к Навальному». 17 сентября 2012 года Собчак через кремлевский журнал «Русский пионер» действительно написала публичное письмо Путину, в котором упоминала встречу с Сурковым и намекала на неких подлецов, которые работают на Кремль. Думать оставалось только в категориях «отдадут деньги или украдут». «Я за справедливость», «я работать хочу», «политикой заниматься». «Я столько лет свои проекты носила, показывала и на телевидении, и Суркову, и что?» «Вы, обращаясь к Путину, написала Собчак, даете делать, но только посредственностям всяким и подлецам. В этом проблема. Не отнимайте у меня возможность работать. У меня в жизни больше ничего нет». Ну вот, не отняли возможность работать. Теперь Ксения Собчак работает кандидатом в президенты Российской Федерации раз в 6 лет. У нас есть звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я вот из Лондона вам звоню. Так, я ничего не слышу. Вы не могли бы говорить погромче, пожалуйста? Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я из Лондона звоню. Да, здравствуйте, Павел, слышу, задавайте. Хотел бы задать вопрос. Я прочитал сегодня вашу статью о Тимошенко, и по этому поводу у меня вопрос. Будете ли или хотите ли вы поучаствовать в предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты или в предвыборной кампании одной из партий, чтобы поддержать курс, который вы считаете нужным? Да, спасибо за вопрос, Павел. Я, честно говоря, никогда об этом не думал, но делать я этого не могу. Вот здесь как раз вступают в действие как раз этические нормы и моральные нормы журналистики. Во-первых, я как журналист я не могу никого поддерживать и ни за кого топить, то, что называется. Во-вторых, я не гражданин Украины, поэтому вдвойне не могу, собственно, никого поддерживать и ни за кого там призывать голосовать, потому что это дело граждан Украины, а я думаю, что они приотлично разберутся и без меня, за кого голосовать. Единственное, что... Как бы вам это сказать, у меня к Юлии Владимировне личная неприязнь, да, потому что вот все эти разговоры про мир, про компромисс, про новый курс, я когда все это слышу, я вспоминаю, что между Украиной и Россией до сих пор существует договор об экстрадиции, а, как известно, новый курс компромисс всегда начинается с обменами там пленными или взаимными преступниками, да, поскольку для России там завести на меня уголовное дело не составляет никакого труда, то я думаю, что, в общем, перефразируя
мой самый любимый мультфильм «Остров сокровищ», слово Юлия Владимировна и слово «смерть» для меня означает теперь одно и то же, ну или в лучшем случае тюрьма. Поэтому у меня личное, поэтому я занимаюсь вот этим вот с личной точки зрения. Но ни за кого агитировать, ни в каких участвовать в предвыборных кампаниях, ни тем более идти в политику я не буду и не собираюсь, потому что я занимаюсь журналистикой, меня моя профессия вполне устраивает, и мне в журналистике нравится, интересно, и к тому же, когда такие новости. Вот в Екатеринбурге отменили творческий вечер Владимира Соловьева. Знаменитый журналист должен был приехать в уральскую столицу 26 октября. Но откровения Соловьева со сцены екатеринбуржцы не услышат. Выступление его не состоится. К сожалению, екатеринбуржцы приобрели слишком мало билетов на творческий вечер, поэтому его пришлось отменить, рассказали организаторы концерта. Вход на творческий вечер с Соловьевым стоил от 600 до... Нет, все-таки до 4, мне уж показалось, до 40, до 4 тысяч рублей. Ну еще бы, он и так из каждого утюга каждые 20 секунд везде Соловьев, 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 а тут еще 4000 платить, чтобы на него пойти послушать. Зато петербуржца признали экстремистом за видео с поющим Мурку священником. Калининский суд Санкт-Петербурга признал местного жителя Ивана Барбакова виновным в разжигании ненависти либо вражды за публикацию видео со священником, исполнившим известную блатную песню «Мурка». Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Напомним, что скандальный видеоролик, на котором священник в полном церковном облачении громко и задорно поет воровскую песню, был опубликован на Страстной неделе. В роли солиста выступил личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы, архимандрит Венедикт Цырков. Само мероприятие проходило в трапезной храма иконы Божьей Матери Троеручница. После этого провинившегося священнослужителя отправили в Тирасполь, в Тираспольскую епархию, клириком которой он и является, под наблюдение правящего архиерея. Давайте еще раз прослушаем этот замечательный концерт. Скрепы и духовность и скрепы его в ансамбле Александрова надо бы. Там бы тоже, наверное, Мурку уже поют. Переговоры президента России Владимира Путина с премьером Сингапура Ли Сянь Луном перенесли на среду из-за плотного графика лидера страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Москве продолжались важные встречи, поэтому была задержка. В связи с этим чуть-чуть трансформировалась программа. Мы надеемся, что часть переговоров с премьер-министром, которая должна была сегодня состояться с подписанием документов, потом заявлениями для прессы или, может быть, в несколько усеченном варианте, состоится завтра, пояснил представитель Кремля. Ну, в итоге переговоры у них действительно состоялись, но уже сильно урезанные, гораздо меньше там было времени. В общем, перевожу с дипломатического текста, с дипломатического языка на русский. Путин по своей привычке, думая, что он все еще царь и бог, опоздал на час с премьером, на встречу с премьером Сингапура, а тот просто-напросто не стал его ждать, встал и ушел. После этого назначил встречу, когда ему удобно. Путин туда приехал, его прогнали как обычного человека через рамки металлоискателя, провели ему досмотр, провели личный досмотр кому-то там, то ли из его охраны, то ли кому-то там еще. И вот таким вот образом лидер величайшей сферы державы, которую по 4 часа ждала Ангела Меркель, был просто-напросто поставлен на место. Вот, собственно, и все. Переходим к новостям нанотехнологий. Начнем с нашей любимой темы мосты. Мосты. В октябре, насколько вы помните, в России гикнулось, сломалось, поплыло, развалилось, упало 10 мостов. В ноябре было уже 2, ноябрь тоже начался неплохо, было уже 2. И вот такие нет. Про количество мостов мы поговорим попозже. Мы сейчас поговорим вот про что. Жители Владивостока притворились автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту. Золотой мост был открыт 11 августа 2012 года. С 2015 года движение пешеходов по нему было запрещено. Это объяснялось тем, что
Пешеходное движение не предусмотрено в проекте моста, а разрешавший его приказ противоречил федеральным законам о противодействии терроризму. Понимаете, движение пешеходов по мосту, который, собственно, для этого и построен в России, противоречит законам о противодействии терроризму, о транспортной безопасности и градостроительному кодексу России. Давайте посмотрим этот замечательный перформанс. Что там происходит, не могу понять вообще. Ребят. Это что, желтый автобус? Боже. Откуда вы взялись? Опа, охранник идет. Какой-то затор на дороге с... Что происходит? Боже мой, не трогайте их. Зачем это сделали? Почему не погоняют? Нет. То есть они строят этот мост за многие-многие ярды баксов, преподносят это как свою величайшую победу, забабахивают его даже на 2000-ю купюру, ради этого выпускают 2000-ю купюру, забабахивают ее на обложку этой купюры. Тут же закрывают мост от пешеходов и ставят туда охранник, охраняющий мост от пешеходов. Это, безусловно, нанотехнологии, безусловно, еще одно изобретение, не имеющее аналогов в мире. Итак, 13-й. В Сочи из-за подтопления обвалился мост через реку. ЧП произошло на 4-м километре трассы Адлер-Нижняя Шиловка. По предварительной информации, это случилось в связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцир. Мост подтопило, его часть оказалась разрушенной. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение, сообщили в пресс-службе ГУВД МВД России по Краснодарскому краю. Сейчас правоохранители регулируют движение по альтернативным путям объезда. Ну, в общем, ноябрь тоже уже неплохо начался. За ноябрь уже 3 месяца. Напомню, это 13-й. В России, как всегда, совершенно неожиданно наступила зима. Давайте посмотрим этот феерический ролик. И аварии пошли. Жесть, гляньте, какие аварии. Это в ту сторону, как я ехал. Вот я сейчас развернулся. Вообще жесть. Вот это жесткач. Фуры, все стало. Надо валить быстрее. Вот это жесть. И побились все. Вот это черт подери. Горит машина. Глянь, жесткач, машина загорелась. Вот это пи***. А потому что мы в прошлой передаче говорили, надо ездить на Ниве, запряженной в собачьи упряжки. Также совершенно неожиданно зима пришла и на Крымский мост, который строили и наконец-таки построили. Но никто не подумал, что там влажно и холодно. Давайте посмотрим и этот замечательный ролик. Всем привет! Время 6 часов вечера. Возвращаемся в Краснодар. Находимся на Керченском мосту. В данный период сложилась патовая ситуация. Мост весь обледенел. Движение парализовано. Каждый спускается с моста на свой страх и риск. Предупреждение от старшего по мосту было следующее. Если не справляетесь с управлением, тормозите об отбойнике. Просто об отбойнике. Машина техслужбы заблокирована в пробке, проехать не может. Часть водителей покинула свои транспортные средства, тем самым создав затор на дороге, из-за чего машины аварийных служб проехать не могут. Значит, впереди авария, которая была спровоцирована обледенелой дорогой. Пострадал в том числе автомобиль патрульной службы, который был вызван на место для предотвращения происшествия. Вот такая вот тут впереди авария. Дорога полная гололед, просто гололед. Идти невозможно.
идти невозможно, просто все очень скользко, как бы. Мы едем буквально на АБСе, проскакивая. Соответственно, в крайнем правом ряду за нами движется хвост из водителей, которые решили покинуть свое место пребывания в пробке и решили на свой страх и риск продолжить движение вперед. Очень много машин заблокировано, и когда это все закончится, неизвестно. Вот видите, что творится. Движение по мосту парализовано с двух сторон, со второй стороны точно так же машины попадают в пробку, бьются как бы, повреждения очень существенные. Вот такая вот ситуация сложилась. Вот вроде бы мы вырвались, потихонечку спускаемся. Я думаю, теперь мы поедем. Оказывается, если поставить горбатый мост с большим углом наклона и спуска, да, подъема и спуска, там, где влажность, ветер и минусовая температура, он может обледенеть. Кто бы мог подумать. Напоминаем наши телефоны, вот они, видите, на плашечке. Звоните нам, задавайте свои вопросы, спрашивайте. Экспертный совет при правительстве предложил ввести 20% налог на газировку. Если поправки одобрят, цена за литр сладкой газировки может вырасти с 65 до 78 рублей. Нефть дешевеет, газировка дорожает. Чего вы хотели? Туркмения, моя любимая страна, которая обязательно будущее России, да, социализм, который строили и, наконец, так и не достроили. В Туркмении полиция начала рейды по выявлению слишком сытых. В туркменском городе Мары или Мары, а также в районах Сакарчагия, Елотен, Туркменгала, Байрам-Али полицейские начали проверять происхождение угощения на свадьбах, поминках и благотворительных обедах. Об этом сообщило издание «Хроника Туркменистана». Следует отметить, что основное блюдо на подобных мероприятиях – дограма. И это накрошенные лепешки, мясо и лук, залитые бульоном. Также на стол подается большое количество хлеба. В связи с этим полицейские интересуются, откуда граждане берут муку на фоне всеобщего дефицита. Как сообщает Идели, дефицит муки наблюдается в Туркменистане с 2017 года. Этот год также выдался неурожайным из-за засухи. Большинство граждан могут себе позволить покупать продукты только по тем ценам, которые установлены в государственных магазинах. Но продукты поставляются с перебоями. Место в очередях часто надо занимать до рассвета. В стране существуют и частные магазины, где нет недостатка товаров, но цены значительно выше. Зато, как мы помним, Гурбангулы в прошлой передаче мы смотрели, поднимает золотой гриф от штанги и радуется жизни. В Междуреченске, это уже Россия, люди, похожие на чиновников, привезли детскую площадку во двор жилого дома, поставили ее на снег, отсняли на камеру, свернули обратно и увезли. Я просто хохочу. Значит, буквально час назад приехала эта «Газель». Выставили лавочки, выставили забор, выставили качель. Женщина из «Газели» в черном пуховике вышла, все отсняла, рабочие ушли в сторону за машину. И, алле-оп, они ее собирают, эту детскую площадку. Это просто кайф. Это просто умейте работать, граждане. Октябрьская 5, двор. Это вот просто грузят. Но это просто нонсенс. Это только в России такое. Я вообще ржу. Ребята, вы просто на 5 работаете. Да кого на 5? 10-бальные на все 10. Даже не знаю, что лучше, поставить детскую площадку, обнести ее колючей проволокой, как в Омске, или поставить, сфотографировать и разобрать. Пожилые супруги на Камчатке пытались покончить с собой, однако их удалось спасти в последний момент, передает местное агентство КАМ-24. По словам депутата местного заксобрания, пара решилась на такой шаг из-за маленькой пенсии и нехватки денег. Сейчас полиция проводит проверку. Мужчина и женщина госпитализированы. Медики говорят, что их жизни ничего не угрожает. Это мне напоминает уже ремарка его «Черный обелиск», да, когда инфляция и есть нечего, денег нету, ничего нету. И люди, пенсионеры вешаются там один за другим, и их похоронный бизнес процветает. Ну вот, Туркмения приходит в отдельные районы России уже. Зато Роскосмос показал, как будет выглядеть их космический аппарат с ядерным двигателем. Он напоминает корабль, внимание, из «Аватара». Видео с его анимированной моделью 7 ноября выложили в YouTube ведомство Роскосмос.
В опубликованном ролике сообщается, что новым установкам для работы не требуется солнечный свет. Пользователь YouTube Vlad.ua заметил сходство новой разработки Роскосмоса с кораблем из фантастического фильма «Аватар», снятого Джеймсом Кэмероном в 2009 году. Там космический аппарат доставлял главного героя на планету Пандора. Vlad.ua совместил эпизод из «Аватара» с кадрами Роскосмоса и выпустил ролик, озаглавленный «Роскосмос летит на Пандору». Это вот еще «Аватар», собственно говоря, летит на Пандору. А это уже Роскосмос, тоже, видимо, летит на Пандору. Вот такие достигли новости, новые вершины достиг Роскосмос в плане мультипликации. Уже ракета с ядерным двигателем непредсказуемой траектории была, которую построить, оказывается, уже, скорее всего, не получится. Теперь вот новый «Аватар» летит на Пандору. Зато Рогозин предложил сталинские методы для проверки систем безопасности космонавтов. Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которую он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины, и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС, заявил Рогозин. Таким образом, глава Роскосмоса ответил одному из конструкторов, который предложил установить новую систему спасения на корабле Федерации и сократить количество ее испытаний. Не часто я соглашаюсь с товарищем Рогозиным, но сейчас вот поддерживаю его просто всеми руками и ногами. Только дело в том, что Сталин сажал в автомобили, которые он испытывал, не только конструкторов, но и тех, кто отвечал за проект. Поэтому я категорически предлагаю вместе с конструкторами посадить в новый корабль Федерации самого Дмитрия Рогозина. В Сыктывкаре местный житель разбил памятник рублю. Своим мотивом он назвал «острое чувство социальной несправедливости». Инцидент произошел в апреле 2018 года. Пьяный 22-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, проходил мимо знака рубля, установленного возле отделения Национального банка по республике Коми. Как сообщает прокуратура, в этот момент он испытал острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением, и дважды ударил ногой по памятному знаку, из-за чего он упал и разбился. Острое чувство социальной несправедливости обошлось жителю Сыктывкара в 308 тысяч рублей. По-моему, это совсем несправедливо. На этой неделе много новостей ихтамнетов. Российские ихтамнеты подают в суд на Россию в ЕСПЧ. Больше десятка российских ветеранских организаций подготовили обращение к прокурору Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда с требованием расследовать вербовку наемников для участия в секретных операциях России на Украине, в Сирии и еще ряде стран Азии и Африки. Россияне воюют за рубежом в статусе добровольцев и без официального признания со стороны российского государства, говорится в нынешнем варианте текста. Поскольку частные военные компании в России запрещены законом, наемники по возвращению на родину не получают от государства ни льгот, ни защиты. Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования их в военных целях, подчеркивают авторы документа. Некоторые из наемников, заметил он, готовы дать Гаагскому трибуналу свидетельские показания, если им предоставят защиту. Вот вы меня спрашиваете, почему там все, и почему я каждый раз говорю про инфантилизм, ну как вот это еще назвать каким другим словом. Вот эти наемники, которые побывали там в своих ЧВК в Сирии, Украине, на Донбассе и других ряде стран Азии и Африки, приходят, значит, с поличным фактически в Гаагу и подают в Гаагу иск на Россию, потому что они ездили наемниками, что запрещено российским законодательством, убивать других людей в другие страны. А родина их кинула, сынков, и ничего им не платит, медалек не дает, и пенсии не выписывает, и квартиры не дарит. Они такие несчастные, все обиженные, прям так жалко их, мимими такие. Но категорически поддерживают эту инициативу. Пусть наговорят там все, что только могут.
Служба информации и безопасности Молдовы сообщила, что арестованы члены военизированной группировки, которая была связана и постоянно контактировала с военизированными формированиями Российской Федерации на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях в Украине. Офицеры СИБа совместно с Кишиневской прокуратурой провели 13 обысков в Кишиневе. Во время обысков правоохранители изъяли различные виды оружия, военной экипировки, взрывателей и гранатометов, более 300 патронов разного калибра. Членов военизированной группировки готовили вести борьбу в реальных условиях. Их тренировали в спортивных клубах военного типа на территории Молдовы. По данным СИБ, в группировке действовала строгая иерархия, а часть ее участников отправляли в зону боевых действий на востоке Украины. Наблюдение за группировкой велось на протяжении года сотрудниками антитеррористического центра. Но то, что они в Молдове тоже пасутся как у себя дома, и туда все эти щупальца прорастают, это тоже не новость. Но вот новость то, что Служба безопасности Молдовы взялась наконец-таки за это дело, наконец-таки начала работать, начала проводить эти аресты. Надеюсь, информацию они набрали. Я думаю, что вот эти ребятки, когда после того, как они отсидят в Молдове, они тоже поедут в ВСПЧ и будут жаловаться о том, как их несчастных обманули и как им не выплатили пенсии, не дали медальки. Путину предложили вернуть название КГБ. Активисты общественной организации «Национальный комитет плюс 60» предложили президенту Владимиру Путину вернуть название КГБ. Инициатива появилась после выступления Путина на праздновании Дня военного разведчика, где он предложил вернуть военной разведке название ГРУ, Главное разведывательное управление. Сейчас оно называется просто Главное управление. Однозначно архиважные аналогичные спецслужбы союзного государства России и Беларусь должны именоваться одинаково – КГБ. По мнению экспертов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции, несомненно, получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада, говорится в заявлении. Общественники также предложили переименовать ГИБДД обратно в ГАИ. Полагаем, что реализация пакета обратных переименований станет лучшим подарком россиянам к Новому году, отметили они. Национальный комитет плюс 60 был создан петербургскими общественниками для празднования 60-летия Владимира Путина, которое прошло в 2012 году. Давайте посмотрим, как новые переименованные полицейские, которых надо переименовать обратно в милицию, задерживают на станции в Мытищах дедушку. Все вроде бы ничего, но дедушка сам одет в китель майора, если я не ошибаюсь, милиции, с какой-то там колорадкой, с какими-то там значками. В общем, давайте посмотрим, как новая полиция избивает свою старую полицию, свою старую гвардию. Пойдем с нами в отделение. Он же не пойдем. Я поеду. Езжайте. Мы его сейчас увлечем. Не пойду я в отделение. Снимите от меня руки. Пойдем. Дайте палки. Иди, подожди, отойди, а я тем более после Ну, как весь этот тадище комментировать, я уже не знаю, вы сами все видели. В общем, растил дедушка достойную смену и вырастил таки. Государственная Дума представит закон об отдельных тюрьмах для террористов. Депутаты от «Единой России» планируют уже на следующей неделе представить текст проекта о содержании осужденных за террористические преступления в отдельных тюрьмах. Уже около года мы с коллегами по фракции «Единой России» разрабатываем законопроект, которым предусматривается содержание осужденных за преступления террористической направленности в отдельных тюрьмах, сказал депутат. Ранее глава ЦИК Дагестана предложил содержать в местах лишения свободы осужденных за терроризм отдельно от других заключенных. Владимир Путин эту идею поддержал. Эти дополнительные университеты и обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов нам совершенно ни к чему, признал Путин, обещав организовать работу в этом направлении. К чему я все это говорю? Это новость, пожалуй, основная для жителей Крыма, которые нас сейчас смотрят, поэтому
Я уверен, что они это сделают. Это уже будет абсолютно полный ГУЛАГ. Да? Туда не будут пускать уже никого. Если сейчас к Сенцову пускают хотя бы омбудсмена, там, правозащитников, хоть кого-то, мы хоть что-то о нем знаем, то это будут абсолютно закрытые тюрьмы, и там с людьми будут делать все, что хочешь, и утечки информации оттуда не будет. Поэтому, если вам будет грозить тюрьма, мой вам совет, уже бегите оттуда, просто бегите. Германия будет платить беженцам? Нет. Знаете, про что мы? Про Германию мы потом. Мы вот сейчас про Анатолия Навального, про Алексея Навального. Алексей Навальный сообщил о запрете на выезд из России. Он рассказал о том, что у него забрали паспорт для проведения специальных проверочных мероприятий на пограничном контроле, когда он направлялся во Франкфурт на оглашение решения Европейского суда по правам человека. По словам Навального, после этого пограничники сообщили ему о том, что ему закрыт выезд из России. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений, почему нет. Навальный уточнил, что постановление о запрете на выезд из страны вынесла Федеральная служба судебных приставов. Он подчеркнул, что не имеет неоплаченных штрафов. Абсолютно стандартная практика. Со мной было ровно так же. Я как-то в какой-то момент хотел выехать за границу и знал, что у меня, оказывается, есть масса каких-то неоплаченных штрафов 5-летней давности. И это их стандартный метод, так что имейте и в виду это тоже. А у нас на сегодня все. Увидимся с вами через неделю в пятницу в 21:00 на телеканале АТР. Удачных вам всем выходных. До свидания.